июле 2024 года стартовал первый этап международного музыкального конкурса лаборатории имени Алисы Гицба, а уже 28 октября в Сухуме пройдет масштабный финал. Сегодня о деталях музыкального проекта мы побеседуем с народной артисткой Абхазии, заслуженной артисткой России, непосредственным автором самого проекта Алисой Гицба и куратором проекта, советником президента Абхазии по культуре и внешним связям Беллой Агрба. Алиса Шаловна, Белла Станиславовна, здравствуйте. Прежде всего хочу поблагодарить, что согласились побеседовать с нами в преддверии финала проекта. И первый же вопрос. Чего вы ожидаете от завершающего этапа работы лаборатории? Мы приехали в Абхазию, у нас уже начинается финал. Финал предваряет целый день, вот 28 октября у нас мастер-класс. У нас в этом году очень расширилась образовательная база, благодаря тому, что нас поддерживает президентский фонд культурных инициатив. И поэтому мы пригласили вот таких выдающихся людей. Вот немножко сдвигается время мастер-классов, потому что наши участники не успевают приехать к 11 часам. С половины второго вот у нас будет вот такой марафон. Дальше идет мастер-класс Романа Муравицкого, солиста Большого театра России. Дальше идет мой мастер-класс. И у нас еще приглашенный спикер Надар Чанба, который будет читать лекцию о происхождении абхазской культуры с нартовских времен. То есть нартовский эпос как колыбель абхазской культуры. Дальше 29 и 30 у нас тоже будут вот несколько мастер-классов. Басиня Шульман, пианистка известная, прославленная российская пианистка, художественный руководитель концертной организации «Москонцерт» Олег Смирнов, виолончелист, он тоже был в прошлом году в жюри. И новый человек, которого еще в Абхазии не знают, это Елена Ревич, заслуженная артистка России, скрипачка. Вот они проведут свои мастер-классы, они будут вкрапляться уже во время конкурсных прослушиваний. Конкурсные прослушивания третьего тура начнутся с 29 по 30. Значит, 29 у нас вокалисты будут петь, а 30 ансамбли. А 31 у нас большой гала-концерт, торжественная церемония вручения премии лауреатам-победителям, спецпризы. Потом состоится концерт. И 1 ноября у нас состоится опять же гала-концерт лауреатов, победителей в Пицунском храме. Вот обо всем этом мне хотелось рассказать. Очень хочется, чтобы пришли люди, чтобы следили за нашими трансляциями в соцсетях, в ВК, на сайте нашего конкурса. То есть мы все будем вещать, обо всем будем рассказывать в прямом эфире. Белла Станиславовна, какие у вас ожидания от предстоящей такой обширной масштабной программы? Для начала хочу сказать, что это уже третий конкурс Алисы Шалвовны Гицба, народной артистки нашей республики, заслуженной артистки Российской Федерации, солистки такого прославленного театра «Геликон опера» в городе Москва. И на мой взгляд, я думаю, что на взгляд всех наших жителей нашей страны, я считаю, что это грандиозный, масштабный проект в культурном аспекте, в культурной жизни нашей страны. И, как показывает уже опыт и статистика, этот конкурс имеет такое достойное продолжение, расширяется география участников, география членов жюри, именитых членов жюри. Тем самым мы можем с уверенностью сказать, что этот конкурс заслуживает внимания, заслуживает поддержки всяческой. И на сегодняшний день хотела бы, безусловно, выразить слова благодарности руководству нашей страны в лице президента, который уже третий год поддерживает этот проект, в лице премьер-министра и всего правительства Республики Абхазия. Выразить отдельную благодарность Министерству культуры в лице руководителя СМИР Динары Гудивны за всяческую поддержку, за то, что они болеют всегда за то, чтобы этот проект состоялся на должном профессиональном уровне. А что касается зрителей и наших жителей страны, я считаю, что каждый, у кого возникнет небольшая такая возможность посетить это мероприятие культурное, получит колоссальное удовольствие от эстетики, от красивой музыки. Будет такая возможность погрузиться в мир искусства в разных направлениях. В нашей стране есть чем гордиться, потому что вот в лице Алисы Шалвовны
У нас много известных людей в мире искусства с мировым именем, не побоюсь этого слова. Поэтому всем добро пожаловать на наше мероприятие, на наш конкурс. Это как образовательный аспект носит, так и просветительский. Я хочу, пользуясь сейчас случаем, пригласить всех наших уважаемых родственников, друзей, знакомых на наше мероприятие, начиная с 28 октября по 31. Вход в филармонию совершенно свободный для всех. И на гала-концерт, и на мастер-классы можно приходить. И более того, приветствуется поддержка наших конкурсантов, потому что, вы знаете, в этом году у нас еще больше участников из Абхазии. В принципе, мы к этому стремимся. Вообще, одно из составляющих частей нашего проекта, это как раз является привлечение наших молодых талантов. И неважно, где они находятся, где они живут. И впервые за всю историю конкурса, если мы говорим о том, что насколько этот конкурс популярен, в прошлом году, например, первая леди нашей страны, Алита Максимовна, она принимала участие в конкурсе в качестве зрителя. В этом году она учредила свой спецприз для победителя. Ну, пока это будет такая небольшая, небольшой секрет. Я думаю, что все это услышат непосредственно на гала-концерте. Но я считаю, что это тоже имеет определенное значение, потому что тем самым мы доказываем, что руководству страны это немаловажно, не безразлично, да, и они всячески по возможности стараются как-то включиться в рабочий процесс, дабы поддержать этот проект. Плюс ко всему, как всегда, хотел бы выразить слова благодарности руководству в лице Ирины Шотовны-Агрба, всему абхазскому телевидению за то, что вы всегда нас поддерживаете, вы всегда с откликом реагируете на наши все начинания творческие. Огромное вам за это спасибо. Я надеюсь, что мы в дальнейшем будем плодотворно сотрудничать. Тем более, я хочу дополнить, что, мне кажется, это никогда не было, да, в истории существования абхазского телевидения, прямой эфир из малого зала консерватории на эфир радио и телевидения, да, ведь не было такого. Но нам удалось это осуществить именно потому, что Ирина Шотовна это поняла, и она сделала все для того, чтобы это состоялось. Но я считаю, что это большой прорыв, конечно. И телевидение консерватории теперь будет постоянным партнером ГТРК. Алиса Шалвовна, международный музыкальный конкурс, носящий ваше имя, проходит в Абхазии с 2022 года и традиционно привлекает большое внимание и жителей, и гостей страны, и, конечно, медиа. О каких изменениях, преобразованиях проекта мы можем говорить в этом году? По сравнению с 2022 годом, конечно, наш проект очень разросся. В октябре 2022 года состоялся первый конкурс, тогда он был еще просто вокальный международный конкурс. И проходил только в Сухуми. В 2023 году наш конкурс был приурочен к 15-летию признания независимости России и Абхазии. И возникла такая концепция, что конкурс будет проходить в двух республиках, значит, в России и в Абхазии. И уже благодаря этому наш конкурс немножечко разросся. А в 2024 году мы получили поддержку Президентского фонда культурных инициатив, получили грант на проведение этого конкурса. И благодаря этому гранту у нас появилась возможность проводить больше мастер-классов. То есть это не просто теперь уже вокальное соревнование, да, инструментальное. То есть у нас еще появилась другая номинация в 2023 году. Еще вторая номинация, которая называется «Искусство ансамбля». Вот. Эти две номинации сохранились, и добавилось еще большое количество мастер-классов. То есть это уже название тоже преобразовалось в лабораторию. Что такое лаборатория? Это от латинского слова «лабору» – «работаем». То есть мы работаем, мы вытачиваем технику, мы наращиваем мастерство, мы делимся опытом, мы учим, мы слушаем, мы советуем, мы критикуем. То есть мы делаем разборы. У нас уже довольно большое количество участников, которое прошло мастер-классы на втором туре в Москве, и продолжение мастер-классов планируется и на третьем туре. Тоже 28 октября полностью весь день будет отдан под мастер-классы. И причем эти мастер-классы подразумевают не только творческие, да, мастер-классы, но еще и лекции. Во втором туре Асида Царгуш приезжала в Москву и читала лекцию о российско-абхазских культурных отношениях. Тоже впервые в истории Абхазии такая лекция состоялась в прямом эфире из Москвы. И еще у нас будет ответка обратная
как бы такой зеркальная такая история. Надар Джанба прочитает лекцию 28 числа о колыбели абхазской культуры «Нартовский эпос». Вот я считаю, что это тоже все будет проходить в прямом эфире, и большое количество зрителей онлайн и зрителей оффлайн услышат о нашей культуре. Вот я считаю, что это очень правильный такой вектор популяризации абхазской культуры в контексте международного нашего. А какая на сегодняшний день география конкурса? У нас увеличилось самое главное количество участников из Абхазии. В этом году у нас их 3 вокалиста и еще трио, наше сухумское трио, которое называется «Променад». Еще одна девочка-вокалистка не прошла на 3-й тур, но у нее большой творческий потенциал, она работает, она развивается, она учится в музыкальном училище при Московской консерватории, это Саида Конджария. Она хорошо себя показала на 2-м туре, но очень волновалась. Это и был ее первый опыт выступления на такой вот сцене, да, в таком контексте. Я думаю, что мы продолжим сотрудничество с ней и будем готовить ее уже к выступлению в следующем конкурсе. Наша любимая всеми Софья Сакания в этом году будет принимать участие в другой уже номинации, в номинации «Ансамбль». Вместе с моей прошлогодней лауреаткой Марией Самусевой. Они создали такой дуэт. И вот они будут петь дуэт на этой сцене. Еще у нас есть участница из Абхазии Амра Барганджи, тоже которую мало кто здесь знает, но на самом деле она закончила Московскую консерваторию в классе профессора Галины Писаренко. На какое-то время ушла в подполье, потому что она вышла замуж, у нее личные обстоятельства, ребеночек. Сейчас она входит активно в форму и принимает участие в разных творческих соревнованиях. Вот и наш конкурс тоже как бы ее привлек. Ярна Симсим. Она является студенткой консерватории московской. Вот тоже она подготовилась в этом году, прошла в финал. Вот сейчас я думаю, что мы всех здесь их услышим и в прямом эфире, и живьем. И еще хочу остановить свое внимание на нашей студентке, выпускнице музыкального училища Лане Габуния, которая является студенткой Московской консерватории, отделения теория музыки. И вот она проводила все наши концерты, гала-концерт открытия в Московской консерватории и наш 2-й тур. И мастер-классы, она была ведущей всей этой программы. Это для нее большая практика, и для нас тоже это большое подспорье. Мы понимаем, что у нас есть молодежь. Это очень важно, которая вот принимает такое активное участие в наших проектах. Это, я считаю, что здорово. Да, у нас появились участники из Европы, Германия, Англия, Китай, Беларусь, Сербия, Молдова, Азербайджан, Армения, Россия. Ну, и Испания. Из Испании приехала наша всеми любимая Виктория Фернандес, которую знают уже по ее передаче «Виктория Толк». Она уже неоднократно транслировала свою передачу и здесь, в Абхазии. Участники у нее были наши, и Надар Джанба, и я, и Лука Гаделия. Вот. И она с большим воодушевлением приехала в Москву, потому что она мечтала уже давно приехать, но всякие обстоятельства не давали этому свершиться. И вот сейчас мы ждем ее приезда в Абхазию, и 28 числа серия мастер-классов начнется с ее мастер-класса самопродюсирования. Белла Станиславовна, проект, о котором мы сейчас говорим, это большой, музыкальный, амбициозный, очень яркий проект, получивший поддержку как в Абхазии, так и в России. Расскажите подробнее значимость проекта в разрезе межгосударственных отношений. Какая она, на ваш взгляд? Как уже говорилось ранее Алисой Шалвовной, безусловно, проект масштабный. Он носит не только просветительский, но и образовательный характер. Поэтому с уверенностью можно сказать, что аналогичного рода проекты имеют в дальнейшем правильное, достойное продолжение, на наш взгляд. Да? И что касается нашей страны, такой маленькой республики, я думаю, что это тем более актуально, потому что, учитывая тот факт, что в нашей стране достаточное количество молодых, талантливых людей, но, к сожалению, не всегда имеющих возможность самореализовываться в области культуры и искусства. И вот как раз именно аналогичного рода проекты дают такой старт людям, которым эта стезя интересна, которые профессионально хотят развиваться в сфере искусства. И я думаю, что как раз-таки
проект Алисы Шалвовны Гизба способствует всячески тому, чтобы искусство, культура нашей страны имели правильное, достойное продолжение и могли транслироваться в мир в хорошем таком качестве, да, профессиональном. И, на мой взгляд, я думаю, что все шаги, которые были предприняты все эти годы, и вот в этом году уже третий конкурс, они грамотно сконструированы, если можно так сказать. И в последующем, я думаю, что только по нарастающей будет развиваться этот конкурс, будут расширяться горизонты и географические, и в то же время количество участников увеличивается, плюс творческий потенциал, он тоже будет иметь такое логическое расширение и развитие в виде там каких-то новых программ, быть может, да, каких-то творческих изысканий. А что касаемо конкретно межгосударственных взаимосвязей в области культуры, я считаю, что это как раз-таки имеет такой глобальный смысл, потому что между Россией и Абхазией уже складывается достаточно длительный период теплые взаимоотношения в области культуры и искусства. И это своего рода как бы определенный импульс для развития в других направлениях, таких как и экономика, там, политика и так далее. Потому что, как мы все знаем, ни для кого не секрет, что культура — это как раз-таки основа основ для развития любого государства. И прежде всего, когда складываются какие-либо взаимоотношения межгосударственные, как раз-таки опора этому всегда культура. Учитывая общемировую такую турбулентность политическую, мы как никогда, две страны, два государства, Россия и Абхазия, сейчас имеем такую возможность в более тесном контакте развиваться в этих направлениях. И в дальнейшем, я думаю, что у нас будет много интересных творческих проектов, и проекты к нашему счастью всегда поддерживаются нашим государством, правительством. И в данном конкретном случае, в этом году, помимо всех перечисленных партнеров, нас поддержал еще город в лице администрации города Сухум, в лице мэра Эшба Беслана Федоровича. Плюс хотелось бы дополнительно отметить, что информационным партнером проекта является сотовая компания «Аквафон», и им хотелось бы отдельные слова благодарности выразить за то, что они всегда так тепло принимают наши предложения об участии, всегда нас поддерживают, и это для нас тоже имеет такое колоссальное значение. Вообще в целом, что бы хотелось бы сказать, что все-таки вот такие люди, как Алиса Шалвовна Гизба, многие наши другие, да, именитые музыканты, артисты, они делают великое одно большое общее дело. Они транслируют нашу страну посредством искусства в массы, в мир. И вот нашу маленькую республику Абхазия знают далеко за пределами не только Абхазии, не только за пределами Российской Федерации, но и во всем мире. Хотелось бы отдельно поблагодарить наш государственный камерный оркестр во главе с руководителем, дирижером, народным артистом Республики Абхазия Давидом Терзяном за поддержку, за участие в наших проектах. И основная сцена у нашего конкурса — это наша родная филармония, где проходят все наши культовые и самые основные мероприятия в нашей республике. Руководству учреждения культуры тоже отдельно благодарна за то, что всегда двери открыты для нас, для новых творческих изысканий, и мы любим этот зал и надеемся, что мы не Да, подведем. уже третий год мы проводим именно на этой сцене наше творческое соревнование. А 1 ноября мы проведем концерт в Пицунском храме, который тоже не менее значим. Это архитектурный памятник IX века. И очень многие конкурсанты, может быть, частично даже ради того, чтобы выступить в Пицунском храме, решили принять участие в нашем конкурсе. То есть вот такие интересные у нас какие-то получаются вот какие-то события, да, очень интересные, которые взаимосвязаны между собой. Опять же, привлечение молодых абхазских музыкантов, которые живут вдали от родины и стремятся сюда приехать для того, чтобы принять здесь участие в нашем конкурсе и побыть здесь среди нас, как бы вернуться на свою родину. Тоже, я считаю, это важный аспект. Как мне кажется, что все-таки никогда не бывает такой ситуации, когда в стране все идеально и нет проблем.
И мы, как маленькая страна, молодое государство, безусловно, всегда существуют какие-то более актуальные, насущные проблемы, но тем не менее всегда руководство страны идет навстречу для того, чтобы все-таки воплощать те или иные проекты в области культуры, понимая значимость данного направления. И вот в лице президента, опять же, как было сказано выше, как раз-таки и при поддержке государства и осуществляются аналогичные вещи. Уже третий Да, год. да. Отдельная благодарность всем участвующим в создании этого проекта. И поддерживающим его. Да. Алиса Шаловна, расскажите, пожалуйста, о механике самого конкурса. Кто участники? Может, кто-то запомнился вам лично особенно? Какие условия и что будет ждать счастливчика, которому улыбнется удача? Ну, механика очень простая. В принципе, это такая распространенная практика. Первый тур у нас проходит по видеоотбору. Количество заявок в этом году превышало 200. 111 человек прошли во второй тур. Второй тур состоялся уже частично онлайн, частично офлайн. То есть из этих 111 человек 25 человек принимали участие онлайн, то есть по видеозаписи опять же. А все остальные приехали в Москву, принимали участие офлайн и в мастер-классах, и в конкурсных прослушиваниях. Это все состоялось в концертном зале имени Ирины Архиповой. Открытие нашей лаборатории состоялось в малом зале консерватории. Вот. И уже по отбору у нас были такие громогласные баталии между членами жюри, потому что очень много было хороших ребят, которых хотелось пропустить. Ну, там какая-то йота баллов, вот, чуть-чуть не добрал, ну, мог бы пройти, в принципе. Вот я, не знаю, я отстаивала всех, как своих собственных детей. Мне очень хотелось, чтобы как можно больше количество людей талантливых прошло в финал. 50 человек мы отобрали. Ну, среди них не только вокалисты, но и инструменталисты, и номинация ансамбль. Вот 50 человек мы ждем, они приедут сюда 27-го, и с 28 числа мы уже продолжим наши соревнования. Конечно, участников привлекают не только премии, ну, у нас они не очень большие, гран-при у нас 200 тысяч, вот, но у нас очень большое количество специальных призов и премий от наших партнеров и коллег. Поэтому все ребята, которые получат какие-то лауреатские места, будут принимать участие в наших гала-концертах, в концертах от наших партнеров. Это и Москонцерт, и мой родной театр Геликон опера, и Архиповский салон. Это Международный союз музыкантов. Очень много. Воронежская филармония дает свой спецприз на гала-концерт. То есть мы будем стараться сделать так, чтобы наши ребята, которые победят в этом конкурсе, не только получили деньги и про них дальше забыли. У нас дальше планируется третий этап. Значит, первый этап это был отбор, а второй этап это второй тур. И третий этап, уже когда после всего, как закончится конкурс, мы на этом не закрываемся. С января по июнь мы будем проводить различные концерты в различных городах. Там очень много всего будет происходить. И я очень рада этому, потому что, вы знаете, благодаря тому, что в прошлом году у нас тоже уже состоялся конкурс, уже определенное количество людей у нас уже в бригаде, в концертной бригаде гитсбиков. И вот мы ждем нового вливания. Поэтому всегда с трепетом относимся к нашим конкурсантам, смотрим, гитспик он или не подходит. То есть это еще чисто человеческие качества. Удивительные ребята у нас были в прошлом году, просто удивительные. Я всех их люблю как собственных детей. Все отмечают, я, конечно, сейчас я не буду себя хвалить, но я говорю об Абхазии, потому что здесь совершенно особая энергетика. И вот ребята, которые из Москвы сюда приезжают, они меняются. Я прям наблюдаю за ними, я вижу, у них глаз горит, они по-другому себя ощущают, и у них остаются вот эти приятные воспоминания о тех днях, проведенных в Абхазии. И очень многие ребята, которые в прошлом году принимали участие, но не выиграли, предположим, каких-то премий, вернулись в этот раз. Они снова принимают участие, и некоторые из них прошли в третий тур. И они специально приезжают в Абхазию, даже некоторые за свой счет, потому что они хотят сюда вернуться. То есть Абхазия – это место, куда хочется возвращаться, и это очень важно, и я этим ужасно горжусь. Белла Станиславовна, вы уже сказали, что динамичное развитие социальных и культурных взаимоотношений между Россией и Абхазией крайне важно и в развитии общества, и в презентации абхазской культуры. Какие перспективы этого развития вы еще можете выделить?
Если, опять же, как пример, да, мы берем за пример конкурс Алисы Гицпа, то, безусловно, что это новый очередной импульс, который послужит развитию, да, взаимоотношений в области культуры. А как итог могу просто резюмировать, что аналогичного рода культурные диффузии как раз-таки служат к тому, чтобы в дальнейшем роль культуры и искусства в нашей стране, да, имела какой-то более такой значимый подтекст и основу какую-то более глубокую для того, чтобы все-таки, ну, ни для кого не секрет, что эстетическое, нравственное воспитание, они как бы в одной подвязке, да, и как бы личность, которая может считаться гармоничной, она не может развиваться вне культуры. Поэтому я думаю, что и впоследствии страна будет делать акцент в этом направлении именно для того, чтобы развивать вкус, эстетический, музыкальный вкус для более такого, да, формата развития личности в целом. И Абхазия одна из тех стран, где, в принципе, природой дано все, да, природа, как бы люди, ментальность и так далее, когда все это такой синтез своего рода представляет. И Культура поэтому, Абхазии. да, поэтому Да. и страна богата талантливыми людьми именно ввиду вот этих всех сложившихся И обстоятельств. именно потому, что наша культура уходит глубоко Да, да. корнями, вообще в древность уходит. Вот, кстати, была лекция, замечательная лекция Асиды Царгуш, в Да. которой она все это прослеживала, рассказывала. Кстати, эта лекция до сих пор висит Да, да, её можно, ВКонтакте, да, на Рутубе ее уже большое количество народу просмотрело. Вот именно потому, что Абхазия древняя страна с древней культурой, и это наш генетический код. Конечно, нам нужно его вытаскивать. Нам ни в коем случае нельзя про это забывать. Никогда. В этом году в рамках лаборатории собрана уникальная образовательная программа, и вопрос появляется сам собой. Планируется ли развивать мастер-классы дальше, и будут ли они доступны для широкого потребителя, зрителя для просмотра? Вы знаете, вот это удивительно, конечно, но у нас есть такая возможность просматривать количество просмотров, да, агрегатор некий. И вот я была очень удивлена тем, что именно мастер-классы вызывают большой интерес публики. Наверное, вот этот момент лаборатории, да, вот этого диалога исполнителя с экспертом, с членом жюри, с педагогом, да, это очень задевает человеческие чувства, эмоции, да, вот на уровне подсознания, может быть, даже, да, и на уровне чувственности. Потому что, наверное, я так думаю, что большинство людей просто не знают всей этой нашей кухни. Ну, просто, человек выходит на сцену, поет, но никто же не понимает, какой колоссальный труд стоит за этим пятиминутным выступлением на сцене. И вот то, что мы делаем, оно вызывает именно интерес, потому что именно очень много новой информации для людей, вот, которые далеки, например, да, от оперы. В то же время и для профессионалов это очень интересно, потому что сейчас вообще много вот такого культурно-развлекательного, да, и культурно-образовательного контекста. Вот мы можем найти сейчас очень много мастер-классов на Ютубе, на Рутубе, можем зайти и посмотреть. Это очень интересно. Это такое какое-то своеобразное шоу получается, такое интерактивное действо. И вот я думаю, что на этой волне мы, конечно, будем думать дальше, как развивать именно этот аспект, потому что, да, конечно, образовательная платформа благодаря гранту у нас увеличилась, и у нас появился новый еще потенциал. У меня даже уже есть кое-какие задумки, я пока еще не буду это озвучивать, потому что это пока просто в качестве вот такого зерна, да, которое нужно проращивать. То есть его нужно еще вот как следует проанализировать эту ситуацию и подумать, как это можно было бы в дальнейшем преподнести. Но пока все, что происходит в нашей лаборатории, вызывает очень большой интерес у зрителей, и мы видим количество просмотров, и нас это всех очень радует. Как вообще возникла идея именно мастер-классов в рамках конкурса? Кстати, такая форма существует, да, я не могу сказать, что это как раз уникальная наша, конечно, придумка, да, существуют такие и фонды, которые ведут и мастер-классы, и образовательные программы, и очень мало конкурсов именно с такой вот образовательной базой. В прошлом и в позапрошлом году мы тоже проводили мастер-классы, они уже изначально были, и даже в первом конкурсе, который проходил только в Абхазии, даже существуют видеозаписи, когда мы, Яна Иванилова, я, Максим
Максим Крылов, Сергей Чечетко, каждый рассказывал, что-то показывал, мы проводили мастер-классы, было такое. Но просто мы каждый год развиваем эту историю и даем еще большее количество мастер-классов, потому что мы видим, что есть отклик. У людей есть интерес, и это здорово. Да, несмотря на то, что мы живем в 21 веке, и у нас очень много информационных ресурсов, все равно Живое нашим окно. ребятам, вот ученикам там, консерватории, студентам консерватории и даже певцам, которые уже поют на профессиональной сцене, все равно не хватает информации. Вот потому что на самом деле занятие вокалом и вообще музыкой– это огромная музыкантская база. Ведь невозможно прийти, например, с улицы в филармонию зайти, там что-то спеть и уйти, да? К этому человек идет всю жизнь. С 5 лет начинается обучение в музыкальных школах. Дальше существует музыкальное училище. Дальше существует вуз. Дальше аспирантура. То есть человек всю жизнь учится, и все равно информации не хватает. Я 32 года проработала на сцене оперного театра, и у меня уже накопился такой колоссальный багаж. Мне хочется поделиться. Я вижу, чем я могу помочь. Раньше я к преподаванию относилась так очень как-то сдержанно, осторожно. Я боялась. Я честно боялась. Я думала, что мне не хватает этой базы именно преподавательской, потому что это тоже определенное чутье, это определенный вид слуха. Ты должен услышать, и более того, ты должен понять, как помочь человеку, дать ему ключ дать ему к профессии, к мастерству. И поэтому вот во время этих мастер-классов совершаются иногда чудеса. Действительно. Алиса просто очень гармонична на самом деле, как на сцене в качестве, да, оперной дивы, так и в качестве педагога. Это ценно, когда вот два в одном, да, бывает, что только ты исполнитель, а тут и педагог, и исполнитель. И это важно, потому что не каждый может донести ту информацию, которую необходимо донести. Самое главное не бояться. Вот я сдерживала себя до последнего, да, и вот только я, может быть, 2 года назад только начала уже вот так вот открыто преподавать и давать мастер-классы на прямой эфир, на трансляции. Я поняла, что я уже к этому готова. То есть к этому тоже нужно прийти, это тоже определенный опыт. Алиса Шаловна, какими планами по дальнейшему развитию проекта вы можете поделиться с нашими зрителями, если не секрет? У нас помимо образовательной и творческой базы будет еще большое количество концертов с участием наших лауреатов, и не только этого конкурса, но и прошлых конкурсов. То есть вот команда Гитсбиков пойдет в бой с января по июнь месяц. Мы будем, да, брать штурмом города. Так как совсем скоро состоится концерт, даже 2 концерта в Сухуми и в Пицунде, чего ждать зрителю? Ну, во-первых, у нас не только вокалисты, у нас еще и очень интересные составы ансамблей. Вот, поэтому у нас будет первое отделение будет камерные ансамбли, а второе отделение симфонический оркестр и выступления наших вокалистов. Вот это основное, конечно, основной удар мы делаем на симфонический оркестр. Потому что все-таки насладиться звучанием Сюрпризы у нас полноценного всегда, в оркестра принципе. – это большая радость. Сюрпризы, конечно, будут. Но Всегда. а что это за Да, сюрприз, да, если если о нем озвучивать рассказывать не заранее? надо. Ну, приходите и все увидите. Самый главный сюрприз у нас, что вход свободный. Да, да, И и, там, конечно, и в желательно, Пицунде, чтобы и в Сухуми нам очень важно зрители. большое количество народу порадовать нашими талантливыми исполнителями и их уровнем Ну, исполнительства. вот мне нравится выражение известного во всем мире нейробиолога Татьяны Черниговской, которая всегда акцентирует на роли музыкального образования в контексте того, что мы не обязаны взращивать, да, Моцартов, Бетховенов. Не каждый может стать, да, таким выдающимся музыкантом, но она подчеркивает роль музыкального эстетического образования именно в формировании, в развитии нейронных связей, мозговой деятельности. Да, это вот как в принципе музыка влияет на развитие личности. И об этом не стоит забывать, особенно тем, у кого есть маленькие детки, которые должны все-таки, как это было, да, в моем детстве, в детстве Алисы Шалвовны, в наш довоенный период, скажем так, в Абхазии каждый ребенок обучался музыке, игре на разных музыкальных инструментах именно не для того, чтобы стать профессиональным музыкантом, а именно для развиваться, да, развиваться как личность, которая впоследствии этот опыт, это обучение
послужит возможностью гармоничному развитию личности. Да, это имеет большое значение. Поэтому приглашаем вас еще раз 31 октября в 17:00 на сцене филармонии состоится торжественное вручение и гала-концерт лауреатов. А 1 ноября в 15:00 в Пицунском храме состоится гала-концерт лауреатов конкурса в сопровождении симфонического оркестра. Вход свободный. И с детьми можно, и взрослым обязательно. И с детьми, и со взрослыми. Спасибо вам большое за очень интересную, увлекательную беседу.